Добрый день, дорогие друзья. Действительно, у каждого человека есть такой яркий период в жизни, особенно в профессиональной. В этом плане я считаю себя счастливым человеком, поскольку Единый научно-методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы для меня стала стартовой площадкой, точкой роста моего профессионального будущего. Я в 1990 году по счастливой случайности появилась в кабинете Семена Васильевича Хон в поисках работы. До этого я работала учительницей средней школы в Нюрбинском улусе, в Вилюйском улусе. Да. Переехали в город Якутск, и мне муж мой подсказал, что надо идти в такую организацию. Есть такая очень хорошая организация, с которой мы, говорит, проводили ИСЭХ первый. В общем, Семен Васильевич сразу же спросил, какое образование. Образование у меня филологическое. Закончила я Комсомольский на Амуре государственный педагогический институт. И после этого работала по профессии. И вот тут я появилась совершенно, тогда казалось, чужой для меня какой-то такой профиль, что ли, атмосферу чужую, не учительскую, скажем так, да, а в культуру. И тогда, когда он сказал мне, педагогика очень нужна культуре, вам надо работать у нас, я вас назначаю, говорит, специалистом по детскому творчеству. Я так задумалась, как вообще-то, конечно, я в детстве очень много была участниками коллективов художественной самодеятельности, потом, обучаясь в Комсомольске на Амуре, тоже мы создавали группу «Якутяночка» фольклорную, да. Поэтому как представление, что такое вообще люди культуры, как в этой среде люди работают, какое-то представление я имела, безусловно. Но мне стало интересно, что это такое вообще в целом, да. И с этого момента началась, на мой взгляд, моя жизненное такое развитие совершенно в другом формате. Я попала в очень интересную среду, очень интересный коллектив. И вот сейчас, спустя многие лета, я сейчас думаю, да, что ИНМЦ все-таки был своеобразным институтом развития в культуре, где под ответственным, безусловным руководством Семена Васильевича формировалась новая команда деятелей искусства, культуры, новая команда лидеров культуры, новая команда, на самом деле, креативных индустрий еще тогда. Поскольку ИНМЦ тогда, были разные направления культуры и искусства, в основном, вот сейчас модно мы говорим, креативных индустрий. Именно там формировалась методология, очень сильная методологическая база развития культуры нашей республики, Республики Саха-Якутия. Там как раз-таки вот сейчас мы модно говорим, что коллаборации, там консорциумы мы создаем и так далее, да. И когда я вот сейчас, будучи ректором Федерального арктического института культуры и искусств, уже 14-й год избранный ректор, я вот сейчас ощущаю, когда мы пишем программу развития, федеральные разные там различных конкурсах участвуем, и я все время осознаю, вот эта память возвращается, что тогда еще, 90-е годы, Якутия действительно, наверное, счастье культуры Якутии в этом и, наверное, основывается, что была создана такая структура, которая тогда обосновала методологическую основу, методическую базу работы учреждений культуры. И
Там и создан был издательский центр, совершенно очень продвинутый. Нас всех, он тогда, как вот сейчас эффективный контракт, да, нас Семен Васильевич озадачил всех, чтобы мы формировали некую дорожную карту для того, чтобы развивать то или иное направление, которым мы руководили, управляли, курировали. Да? В моем случае это детское творчество. И мы стали очень сильно задумываться, как это надо сделать. Появились какие-то новые технологии в социокультурной сфере, социокультурные технологии, например, в команде Надежды Михайловны Зайковой. По народной художественной культуре, по сохранению, по продвижению, по развитию фольклора, традиционной культуры, традиционных знаний, традиционных ценностей продвигала эту методологию команда Надежды Семеновны Толбоновой. Да? И очень сильный научный заместитель директора у нас, значит, Ксенофонт Дмитриевич Уткин. Тогда он тоже задумался, как вот он тогда был еще кандидатом, по-моему, он в 90-м году не был, но он защитил кандидатскую диссертацию, и после этого у него появилась идея, как вот систематизировать научную составляющую культуры республики. И мы проводили очень много. Вот сейчас модно тоже стратегические сессии, да, тогда они действительно такими и были. Ну, мы называли это как круглый стол, там формировали какие-то выездные семинары, да, очень интересные фестивали. Вообще республика тогда вот, в эти годы прямо воспряла в культурном своем развитии. И капитал залаживался тогда, вот инновационный капитал тогда залаживался. И в ВНМЦ сразу каждый день что-то новое появлялось. Были очень интересные группы, отделы по звукорежиссуре, по фото, видео направлениям, по, значит, хоровому искусству, бальному искусству, бальным танцам. Михаил Захарович Сивцев тогда создал мозаику, Корякин Владимир тогда создал, в общем, начал работать над методической помощью хоровым коллективам, и сам тоже увлекся этим направлением, он вообще профессионал по этому направлению искусства, поэтому вот это движение тоже очень сильно развивалось. Анна Николаевна Зверева по декоративно-прикладному искусству, тогда она начала очень сильную методическую поддержку народным мастерам, сама стала народной мастерицей, да, теперь уже мирового уровня, скажем так. Татьяна Гоголева, тогда она создала, значит, полярную звезду в телевидении, аналог, получается, утренней звезды, но масштаб он потом сильно увеличился, и очень много талантливых ребят на пространстве полярной звезды развивали свои творческие способности, в том числе и мои девочки, дети мои, тоже поющие, да, и были, как говорится, и взлеты, и падения в конкурсах. Это было очень интересно, такая креативная творческая площадка, которая формировала творческую среду республики. И конечно же, команда Надежды Михайловны, они разрабатывали тогда очень мощные социокультурные технологии, их внедряли, и их апробировали и реализовывали. Крупномасштабные фестивали в арктических улусах тогда проводились. Они сопровождались не только там концертные какие-то процессы, да, а именно сопровождались методическими семинарами, мастер-классами.
И это, безусловно, создало очень серьезные впечатления, серьезные статусное такое, статусную среду для того, чтобы вот сейчас Якутия в Российской Федерации, ну, я очень часто бываю в федеральных, значит, этих форумах, фестивалях в качестве и участника, и спикера, и сейчас я ощущаю вот этот результат, вот это достижение. Прямо сама иногда удивляюсь, да, внутренне. Якутия сильный регион. Якутия культурный самый регион. Вот в таком контексте. И, конечно же, без основы, без научного составляющего это невозможно. Потом был создан вот сейчас мирового уровня музей Варгана. Это Космон Дмитриевич этот момент очень сильно, этот проект очень сильно продвигал и, конечно, поддержал министерство. Это было правление Андрея Исаевича Борисова в это время. И в искусстве, и в культуре, и в науке был некий такой прорыв. Да? Я помню, как проходили конгрессы Варгана Хомуса, да, сколько иностранных международных партнеров приезжало, и какого такого высокого уровня научного, скажем так, проходили эти конгрессы. Юрия Ильича Шейкина, я помню, как он там влаживался в этот научный подъем в культуре, да, и в процесс этот. Ну и появились очень сильные, харизматичные, продвинутые лидеры культуры в улусах республики, лидеры, мощные лидеры, руководители управления культуры, как Марта Романовна Гоголева, да, Александр Дмитриевич Тайтонов, вот многие-многие, которые тогда начали создавать вот точечно, да, точечно, точки роста, точки развития на наших территориях, вообще по территории нашей республики. Появилось достаточно много самодеятельных коллективов. Я сама, поскольку работала методистом по детскому творчеству, сама издавала методические пособия с нашими педагогами, мастерами Галиной Федоровой, Зоей Сысолятиной, да, методика по игре на хомусе, методика преподавания таюк, да, народные игры национальные. Газета была у вас? Газета была, да. Потом у нас, я создавала в рамках, ну, с Дарьей Малаевой передачи «Тюнюк», Сирси Мехтере передачу, да, я приглашала наших детей, которые занимались детским творчеством, самодеятельным творчеством. Кто-то пробовал, конечно, себя и в детских школах искусств, в области искусства. Они сейчас, конечно, все вышли очень, если они не такие известные, если они неизвестные певцы, то они известные лидеры в какой-то области в любом случае. Вся филармония наша, да, ну, филармония раньше называлась, театр эстрады. Сейчас театр эстрады полностью сейчас состоит из тех детей, которые тогда занимались или вокальным искусством, или вообще, да, самодеятельных коллективах, да. Ансамбль Кончари – это вообще наша жемчужина, которая воспитала на условиях сельской местности, значит, вокалистов, хоровиков профессионального уровня, который покорил всю страну тем, что вот в таких условиях обычный учитель школы создает такой коллектив и создает на таком высоком уровне профессионального мастерства. Это, конечно же, тоже
является одним из, ну, такой истории очень мощной, да. Ансамбль «Кыталык», ну, перечислять их можно много-много. Наяхинский хор, Джанкюда Каталыктара Нюрбинский. Ну, в общем, вот их было очень много. И мы со всеми руководителями этих самодеятельных коллективов всегда встречались тоже, всегда проводили какие-то семинары, всегда были на связи. Появились очень интересные авторские методики, да? Потом это все было зафиксировано и, значит, выпущено издательским центром НМЦ. Любовь Алексеевна, да, Никитина, тогда она... Вот вообще все были яркие личности, яркие, красивые такие, и очень харизматичные личности работали в НМЦ, да, да, очень творческие. И Любовь Никитина, она тогда уже создавала свой вот коллектив «Гулун», потом театр Севера. Это очень интересно. Вообще опыт такой, на самом деле, очень важный, интересный, который действительно может стать фундаментальной основой для дальнейшего развития, продвижения культуры Якутии. И это сейчас изучается в стенах нашего вуза нашими аспирантами, исследователями, которые являются также деятелями искусств. Да? Очень важно, что в 2000 году наш Арктический институт государственной культуры и искусств был создан по указу нашего первого президента Михаила Владимировича Николаева и по инициативе Андрея Савича Борисова. И сегодня это достаточно устойчиво развивающийся вуз в системе университетов Российской Федерации. Я очень горжусь, что в стенах нашего вуза работают деятели, выдающиеся деятели искусства и культуры, в том числе и выходцы из НМЦ, конечно же, да. Любой руководитель, конечно же, становится руководителем настоящим, если есть хорошая команда. В этом плане мне повезло, что мой опыт работы в НМЦ, мой опыт работы в колледже культуры и искусства Аграфены Дмитриевны Макаровой, выдающейся личности своего времени, да, современности даже, можно сказать. Потом мой опыт работы в якутском филиале Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств сыграл тому, что сегодня... Все в том же здании. Да, и все в том Кирова 33, здание наше дорогое, любимое. Сейчас это здание принадлежит, конечно, АГИКИ, и мы очень скоро надеемся, что там появится другой формат здания. Но я очень благодарна, вообще дух вот этого вот мощной энергии, мощного творчества, хороших таких людей, до сих пор витает в стенах нашего старого здания, где обучаются наши заочники. И там у нас и типография также, там же, в этом же кабинете, когда я на МЦ, там же и работала до прошлого года. В этом году мы его сюда, вот в это здание. Там сейчас у нас швейная мастерская, например, да? Там наши ювелиры и так далее. То есть Семен Васильевич, он все время вспоминал, как... Потом он приходил, смотрел, его вот этот вот красный дерматин этого материала кожи, ну, как называется там? Дерматин. Ну, дерматин, ага, красный дерматин, он все очень эстетично. И вообще я хочу сказать, что, будучи уже менеджером, я хотела бы отметить, в НМЦ именно была выстроена мощная система менеджмента качества. И вот сейчас мы говорим о тайм-менеджменте, например, да?
А там уже Семен Васильевич его четко внедрил, и мы всегда знали, что надо появиться ровно в 9, но в то же время ненормированный рабочий день у людей культуры, это всегда есть, да, ну, всегда увлеченно работают люди культуры. Потом, значит, вот я говорила уже, все направления культуры, искусства, креативных индустрий там развивалось, да, и оттуда вышли очень много таких отдельно взятых структур, которые дальше продвигают это направление. Например, вот звукозаписывающая студия, она сейчас возросла и дальше развивается очень сильно, вот, когда проходят даже крупномасштабные проекты, как «Дети Азии», и вот световое оформление, звуковое оформление, это же все люди, которые выходцы из НМЦ, и там вот это вот основа, фирма АВ. Потом, значит, ну, отдельно взятые наши коллеги, люди, которые до сих пор работают увлеченно и дальше развивают. И кинематограф тоже на этой базе вышла с точки зрения света, звука, оформления. Да. Потом вокально-инструментальные ансамбли тоже самое, музыкальное творчество тоже оттуда. Да. В общем, было очень интересно работать. И то, что вот сейчас мы имеем такую развитую сеть учреждений культуры по всей республике, и даже в очень сложные времена мы сохранили эти учреждения культуры, когда как в других регионах, я же бываю в других регионах и знаю, насколько они тогда потеряли вот это все, да, и сейчас восстанавливать заново, строить заново очень сложно. У нас ни одно учреждение культуры не было закрыто. Кадры воспитывались в наших колледжах, училищах, наших филиалах, 4 филиалах федеральных вузов. Потом вот эти филиалы наши все, и Восточно-Сибирская академия, и филиал Уральской консерватории, филиал Красноярского государственного художественного института, филиал школы-студии МХАТ Мировича Данченко, они все мы объединились и создали вот этот наш замечательный арктический институт. И благодаря тому, что появились люди из разных школ. Но это уникальность, потому что разные школы объединить в одно целое – это огромное достижение и огромная, на самом деле, гордость наша. И благодаря вот этим вот разным школам сейчас сформировалась совершенно другая, совершенно уникальная, уникальная по миссии и уникальная по содержанию образования, поскольку у нас и только у нас сейчас 35 дисциплин арктического компонента разработаны и внедряются в образовательный процесс. И только у нас сейчас уже зафиксировали открытие якутской театральной школы, например, в России, это признают, да? То, что у нас и по изобразительному искусству школа очень сильная, доказывает то, что вот недавно даже наша Дилустан Афанасьевич Байтунов стал членкором Академии художеств, Афанас Петрович Мунхалов сам был тоже член-корреспондентом Академии художеств, а Михаил Гаврилович Старостин стал членом этой академии. Это на самом деле показатели вот в таких вот достижениях они. Потом по вокальному искусству есть очень серьезные достижения тоже. И по дизайну сейчас наши дизайнеры, выпускники художественного училища, которые к нам поступают, они дальше продолжают, и после среднеобразовательной школы тоже поступают. И они становятся
лидерами креативных индустрий, становятся знаковыми личностями, которые создают новую культурную среду. Буквально разрабатывая дизайн кода территорий, они реализованы уже на наших территориях улусов наших, да, ну и везде очень много у нас лауреатов международных всероссийских конкурсов. И ВУЗ сейчас по науке очень сильно продвигается. Это благодаря тому, что у нас была заложена эта научная основа именно в стенах НМЦ. Поэтому конечно, можно много-много рассказывать. Да? А вы помните приезд Хасбулата? Да, помню. Расскажите, пожалуйста. Помню. Мы вот на Кирова 33, значит, нам говорят, что приехал такой человек большой, и начали все, конечно же, готовиться, да, а у нас всегда было эстетично. Семен Васильевич любил эстетику и прямо требовал с каждого. И мы в туфлях ходили, в общем, не было такого, чтобы кто-то там в унтах или что-то еще такое, да, и все время как-то вот очень весело, с юмором всегда, да, с таким мы жили. И радостно было идти в это здание, работать. И в этот день, когда вот Хасбулатов к нам приехал, такой праздничный формат был, естественно, да, но и в то же время какое-то волнение. А что там будет дальше, что у нас там дальше, какое развитие, да? И вот в этом плане, ну, естественно, человек солидный. В кабинете Семена Васильевича нас туда не пустили, мы просто вот издалека наблюдали, да, получается, каждый. Но проходил очень серьезный такой, серьезный формат совещания. После этого многие решения были приняты в отношении развития именно НМЦ как центра, как института развития. Да? И ну, в любом случае приезд такого, значит, представителя власти такого уровня всегда оставляет след. Вот в этом плане, конечно, мы дальше очень сильно развивались, и даже были какие-то вот коллективные, с коллективами художественной самодеятельности выезжали то в Тунис, то еще куда-то, да, вот за рубежом. То есть, да, в то время это вот, сейчас вот кажется, что мир открыт, да, тогда же мир мы только как бы открывали в масштабном плане. Конечно, штучно было это и до этого, а так в масштабном плане, и чтобы дети отдыхали где-то там, в творческих коллективах, знакомились, развивались, это тоже было очень большим таким достижением, на мой взгляд. Ну и очень корпоративный дух царил в нашем НМЦ, постоянные какие-то вот коллективные тусовки, да, и коллективные такие встречи, они сопровождались какими-то запоминающимися какими-то с юмором выступлениями, да, кто-то что-то вот очень креативно придумывал, там разные сценарии, конкурсы проходили, и на самом деле на очень полном серьезе мы эти конкурсы проходили, проводили и готовились, и когда проигрывали, как-то и даже плакали. Вот нам казалось, что это такой прямо высокого ранга конкурса, и судьи были такие мощные. Сам коллектив уже мощный был. То есть вот сейчас, конечно, очень сильно стоит вопрос развития, взращивания человеческого капитала, чтобы наши молодые люди, воспитываясь в духе традиций, сохраняя свой культурный код, развивали свою культуру, свою территорию, да, свой регион.
В этом плане я вот прямо думаю, что ИНМЦ это заложила эту основу для всех нас, для всех, значит, выходцев из ИНМЦ, воспитанников, учеников ИНМЦ. Мы очень сами друг с другом до сих пор дружим, конечно, да, друг друга поддерживаем. Без вот этой вот корпоративной связи никакая работа не имеет результата. И в этом плане вот я стала ректором в конце 2008 года и третий раз сейчас избранный ректор, да, получается. И в этой ипостаси я себя всегда ощущаю человеком ИНМЦ. Я никогда не... Ну, конечно, я принадлежу Агики, да, и развиваю Агики, да, но всегда в душе я человек ИНМЦ. И человек, который свой карьерный рост начал именно оттуда. И, ну, результат сегодня нашего вуза, на самом деле, все зависит же в основном, конечно, от руководителя, от команды. И командная вот эта работа достигла определенных уровней в своем развитии. И это, я считаю, что это результат деятельности ИНМЦ в том числе. Поэтому я очень благодарна судьбе, что как-то вот очень такая, может быть, случайная, может, не случайная такая, наверное, не случайная. Попадание Да. в точку способствовало тому, способствовало тому, что сегодня у нас, конечно, в республике много талантливых ребят, и вот буквально вы пришли вот сегодня к нам в тот момент, когда 21 вот буквально в пятницу, 21 октября будет защита нашей программы на заявки в программу федеральную программу «Приоритет 2030. Дальний Восток», где участвуют университеты дальневосточные, для того, чтобы стать университетами-драйверами социально-экономического развития регионов Дальнего Востока. Мы вот 21-го будем на защите. И я думаю, это тоже не случайно, что вот воспоминание, ностальгическое такое состояние, да, души, наверное, будет способствовать хорошему результату, я очень надеюсь. Ну, конкурс есть конкурс, конечно, безусловно. Если тут так, если эта победа будет за нами, то, конечно, этот институт, он трансформируется в университет и будет университетом мирового класса. Вот поэтому я и вам благодарна, что вы сегодня меня озадачили, вернули, что ли, самые яркие. Про Лану Юргену расскажите что-нибудь. Вот Света Юргена, Света Яковлева. Да, она вот одна из таких харизматичных, неординарных, талантливых личностей ИНМЦ. К сожалению, говорю, и она была моей подругой, и в том числе и то, что вот эта вот дружба, она, мне кажется, вот сейчас я знаю дочерей, и с ними держу связь, и всегда, иногда задумываюсь, да, вот люди приходят в этот мир с какой-то миссией, а у Светланы Яковлевой-Юргеной миссия была, она такая созидательная, она такая яркая, красивая личность, очень умная, мудрейшая, да, писатель, поэт, очень романтичной такой душой. Вот, всегда она, все время, она
говорила, никогда я не помню, чтобы она говорила что-то очень, проблема какая-то там, если даже она об этом не скажет, да, она всегда вот на созидательном духе находилась и вдохновляла всех нас быть вот оптимистами в этой жизни, быть впереди планеты всей. Да? Она очень любила такие прорывные, интересные, яркие проекты. Да? Она прямо всегда вот светящаяся такая, всегда вдохновляла всех нас, чтобы ну что, девочки, давайте то, девочки, давайте все. Да? Ну и в то же время романтичная такая душа. И я очень горжусь, что в свое время была такая у меня подруга, которая в самые такие интересные моменты в моей жизни была очень мудрым советником, очень такой близкой, такой искренней подругой, но и в то же время профессионалом своего дела. И человек вдохновляющий, человек созидающий, человек такой, ну, как солнышко. Вот. Поэтому, конечно, вот сейчас прямо не расскажешь про каждого, да, но каждый член команды этого нашего НМЦ, член команды Семена Васильевича Хон, это легенда, это личность, это достояние. Ой, Ник. Да. Толю вспомните. Толя Семенов, ну мы все время так вот обращались друг к другу. Толя, Света, Надя, да, вот как-то вот так вот. Люда Зорина тоже, да, она до меня тоже работала методистом детского творчества, и она меня мне очень помогла войти в курс дела и понять, что это такое вообще. Да? Я ей очень благодарна. И вот Толя Семенов, он всегда, почему-то вот в кабинете, всегда он был рядом со мной, и такой вот прямо, он как папа, как дедушка, конечно, был таким человеком-семьянином, да, и всегда с юмором, ну, все время ну, вот, говорят же без Бэра, да? Вот так вот мы хохотали, смеялись, вот все проходило, вот это вот, ну, казалось бы, все-таки тяжелая же работа, все равно с выездами и так далее, да, но всегда вот с юмором, всегда у нас вот с утра хохот стоял, да? Кто-то что-то скажет и хохот, да? В этом плане Толя Семенов, ну, он вообще на самом деле легендарная личность, поскольку именно он вот, якутских мелодистов взрастил, буквально сам взрастил, продвигал их как продюсер. И благодаря его деятельности и появились и книжки, и методические пособия. Очень такой методичный товарищ был, очень так все раскладывал первое, второе, третье, да. При всем его вот этом вот, казалось бы, такой с юмором, да, такой человек, а в то же время он становится иногда очень строгим, и все время у него вот так вот все собрано, папки такие, да, и каждая папка – это история. Это про историю мелодистов, начинающих, уже известных, да, ими всеми руководил. Безусловно, безоговорочно его все слушались, и все за ним ходили, да, вот, как дети. И он все время тоже собирал семинары разные, да, мастер-класс, очень любил ездить по республике. Ну, мы все очень любили ездить, потому что нас с радостью везде встречали. И НМЦ для наших управлений культуры был неким таким локомотивом мощным. Поэтому
кто бы из НМЦ не приехал в УЛОС, он прямо на высоте встречи, да, и с радостью. Ну и мы всячески пытались отдавать те знания, компетенции, вот сейчас модно скиллы, да, которые были необходимы именно людям, которые работают на земле, как говорится. Вот. И получается, Антоний Николаевич Семенов, тоже мой мудрый советник, очень много жизненных таких даже моментов жизненных, имеется в виду советов, да, в формировании меня как личности он сыграл огромную роль, хочу сказать. И не только моей, наверное, жизни, наверное, всех, потому что он был таким по природе наставником. Наставником и как будто как папа. Вот такой вот он человек был. Но его след, он сейчас огромен. Многие мелодисты, конечно, благодаря ему профессионально выросли. И сегодня они известные люди в республике, имеют своих учеников. И мне кажется, вот эпоха, иногда говорят, целая эпоха ушла, или что-то вот типа такого, да. Мне кажется, что эпоха НМЦ не ушла, она только пришла. Потому что сейчас как раз-таки Айсен Сергеевич, глава нашей республики, ставит задачу выстраивания креативной экономики и развивать креативные индустрии. Буквально вот на днях я услышала, что наше училище художественное, колледж культуры и искусств выиграли большой грант, чтобы стать школой креативных индустрий, да. Аграфена Дмитриевна Макарова, она что же родом из ДНТ, яркий представитель ДНТ, да. Яркая личность, моя мама, как вот все время мы мама ее звали, она меня воспитывала очень сильно, вдохновляла, и по большому счету вот сегодня кто я, это, конечно же, достижение ее и ректора Восточно-Сибирской академии культуры и искусств, тоже легендарной личности Раисы Ивановны Пшенищиковой. Вот этот тандем сыграл тому, что вот колледж тогда еще совершенно неординарный подход был. Мы выстраивали систему колледж-вуз, непрерывную систему художественного образования. И сегодня вот эта система по России работает очень сильно и дальше даже будет развиваться, процветать, поскольку на уровне колледжа, потом на уровне вузовском человек сейчас должен учиться всю жизнь. И, соответственно, конечно, вот эпоха НМЦ сейчас пришла, и Надежда Михайловна Зайкова сейчас возглавляет Высшую школу музыки, да, то есть два ректора творческих вузов, это воспитанники НМЦ, это тоже показатель, на мой взгляд, тоже, да, и директора колледжей, в том числе есть такие выпускники и так далее, например, колледж культуры и искусств Захар Никитин, он выпускник в СГАКе, например, да, вот. Таким образом, вот эта вот выстроенная, рожденная в стенах НМЦ, выстроенная система продвигается дальше и будет строить будущее. Поэтому я горжусь и очень рада, благодарна, что моя очень яркая история именно проходила в стенах НМЦ и в духе НМЦ. Накануне 85-летия нашего родного Дома народного творчества, далее Единого научно-методического центра культурно-просветительной работы и народного творчества, я бы хотела вот с большой признательностью, благодарностью поздравить всех моих коллег, всех моих соратников, единомышленников, подруг, друзей с этой замечательной датой.
И Семену Васильевичу Хон отдельная благодарность за созданную команду вдохновителей культуры, продюсеров культуры и лидеров культуры. И поздравляю искренне всех. Вот как отметила я уже, эпоха наша наоборот пришла. Надо сейчас нам работать над трансформацией всех наших направлений деятельности, чтобы быть в тренде современного развития культуры и искусства, чтобы достигать высот именно в новых задачах, новых стратегиях нашего государства и нашей республики, воспитывать, взращивать новое поколение деятелей искусства и культуры, которые будут потом также говорить, что эпоха наша тоже пришла. Да? Вот поэтому я всем желаю крепкого здоровья, всех очень люблю, уважаю, ценю, горжусь, что я часть ваша. Желаю процветания, благополучия, мира и добра.